Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 8 февраля, на часах в Якутске 19:09, понедельник, и как всегда по понедельникам вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. Мы принимаем ваши звонки по телефону, который вы видите на своих экранах, 35 33 10. Как всегда, мы рады любому общению с вами. Сегодня у нас в гостях председатель Государственного комитета по Республике Саха-Якутия по инновационной политике и науке Юрий Шипицын. Юрий Александрович, здравствуйте. Рад Добрый вечер, Владимир. И хочу сразу вас поздравить. Сегодня День российской науки. Примите поздравления. Спасибо большое. Юрий Александрович, как вы оцениваете сегодняшнее состояние науки российской? Если можно, ну, это, я понимаю, это общий вопрос такой, но тем не менее. Ну, состояние российской науки у нас на сегодня, как можно сказать, идет реформа. Да. Это, конечно, как бы довольно тяжелое время для нашей научной общественности, но тем не менее она у нас на сегодня востребована и как бы она определенным образом движется. Что касается нашего региона, значит, то мы здесь очень плотно работаем с Якутским научным центром. Их потенциал однозначно высок, однозначно востребован. И в рамках вот этих преобразований, которые у нас сегодня существуют, которые имеют место быть, мы надеемся, что мы сохраним потенциал нашего центра, Якутского научного центра, на должном уровне. Сохраним институты, наши научные институты, которые очень плодотворно работают с 1930 года и очень много внесли в развитие нашей республики. Какие вызовы сейчас первоочередные стоят перед республиканской научной мыслью, скажем так? Ну, мы уже об этом не раз говорили. Первое, что мы, конечно, обязаны будем сделать, это начать те комплексные научные исследования, которые у нас по инициативе нашей республики, главы нашей республики, было дано поручение Российской академии наук провести их на территории республики. Пятилетняя программа довольно очень серьезная. Кроме этого, мы хотим разработать обновленную концепцию по научно-технической и инновационной политике в республике. То есть это некая региональная такая технологическая инициатива. Мы так ее называем для себя, да. Ну и, безусловно, мы должны дальше более сильно работать по популяризации научных знаний. У нас есть очень довольно интересная работа, интересный проект «История Якутии» мы называем. Сейчас мы хотим подойти к нему более, скажем так, креативно, что ли, с применением IT-технологий, дабы расширить аудиторию тех людей, которые будут с этой историей Якутии знакомиться, в том числе и младшее поколение, что очень немаловажно. Очень немаловажно, согласен. Юрий Александрович, многим задаю этот вопрос. Как правило, при принятии нового бюджета, особенно в таких непростых и сложных экономических условиях, как сейчас, секвестированию, урезанию обычно подвергаются здравоохранение. Это не произошло сейчас, да? Но и наука в том числе. Как с бюджетом 2016 года? Сохранилось ли бюджетирование на том же уровне, или оно упало как-то, или повысилось? Тут хотелось бы что отметить. Во-первых, правительство приняло решение о том, что даже в эти времена, как вы называем, кризисные, да, не трогать социальные программы. То есть это что касается в целом. А в частности, наш Госкомитет уровень финансирования своей госпрограммы сохранил на уровне 2015 года, очень что хорошо. очень немаловажно и очень нужно. Кроме этого, мы на этом не останавливаемся. Почему? Потому что мы понимаем, что нам надо более интенсивно работать с федеральным бюджетом. Таким образом, мы вот это тоже начинаем делать. Мы и раньше осуществляли, но сейчас мы на это ставим определенный акцент. И это работа с Российским гуманитарным научным фондом, с Российским фондом фундаментальных исследований. И то, что в этом году мы начинаем, это работа с Российским научным фондом. До этого у нас с ними контактов не было, но вот в этом направлении мы движемся. Здорово. Ну, ищем еще другие, конечно, пути софинансирования различных, в том числе и частного даже. Вы знаете, мне в этом смысле очень нравится фраза академика Виталия Гальданского, который когда-то при очередном сокращении бюджета расходов на науку сказал следующее. Нельзя начинать сбрасывать лишний вес с мозгов. Да. Я солидарен просто полностью. Шикарное высказывание, на самом деле. Очень. Пойдем дальше. В своем сегодняшнем послании глава Республики Саха-Якутия отметил, цитата, «Большие надежды возлагаются на проведение второй комплексной научно-исследовательской, комплексной научной экспедиции РАН, Российской академии наук». А на каком этапе сейчас находится подготовка к этой экспедиции?
Ну, как я уже сказал, планируется, что она начнется в этом году, в 2016 году. В 16-м Значит, да, начнется. да. Программа исследований у нас сформирована, концепция утверждена федеральными министерствами, ведомствами. Значит, в ее участии, в ее реализации подтвердили участие очень многие институты. Кроме этого, мы добились согласия крупнейших хоссубъектов. Это и по участию в реализации самой программы, и по участию в работе Координационного совета. На сегодня мы имеем по всем направлениям, которые будут разрабатываться в рамках цельной рабочей группы. И таким образом поручение главы Российской Федерации, президента Российской Федерации, точнее, да, от апреля 2014 года, оно будет исполнено. А надежды там в основном какие? Это же программа, эти исследования направлены на развитие социальной сферы, производительных сил республики именно в рамках современных тенденций, современных вызовов. То есть те исследования, которые были проведены в 25-30 годах, они позволили нашей республике прекрасно развиваться, прекрасно существовать, дали толчок развитию новых отраслей экономики на тот момент. Сегодня мы ощущаем аналогичную ситуацию. Да. То есть мы должны стратегически правильно подойти к развитию нашей территории в дальнейшем. Научно обоснованно, комплексным методом. Но раз в 100 лет это необходимо проводить такие комплексные исследования. Да. Ну, наверное, так, да. Юрий Александрович, мы сейчас примем звонок. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города и задавайте свой вопрос гостю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Бегина Хангалатского района, села Бетайка. Я по поводу Российской Академии наук Республики Саха-Якутия. С бюджета республики на новые газовые технологии деньги выделяются в этом году будут или нет? И хотел бы вопрос такой. Могут ли наши академики научные придумать, чтобы в нашем селе всегда провели газ? Спасибо за вопрос. Газовый провод проходит через наше село, да, но газ до домов не доходит. Широки дошло до нас почему-то через мой двор проходит газовая труба в Широке, но у меня газа нет. Почему вот новейшие технологии, наука у нас, говорят, самая развитая в мире, говорят. Вопрос понятен. Спасибо за вопрос. Давайте предоставим возможность гостю Спасибо за ответить. вопрос. Несколько, скажем так, неожиданно, что такой вопрос задают мне, но тем не менее. У нас существует на сегодня институт проблем нефти и газа. Это что касается науки в этом направлении. Больше ничего говорить не буду, потому что раз есть отраслевой институт, значит проблемы там решаются те, которые стоят перед нами в жизни, однозначно. Но что касается конкретно данного населенного пункта, я думаю, что надо тут в Министерстве промышленности есть программа газификации, Конечно. и там просто уточнится, и все станет на свои места. Юрий Александрович, там же в сегодняшнем поздравлении главы республики Егор Борисов выразил уверенность, что научное сообщество, цитата, создаст необходимые условия для внедрения наукоемких технологий в местное производство. Можно ли сейчас говорить о каких-то достижениях в этом достаточно правильном и сложном и серьезном вопросе? Наукоемкие технологии в местном производстве. Ну, это, знаете, это одна из наших целевых задач, на самом деле, нашего Государственного комитета. На сегодня мы понимаем, что развитие экономики без, скажем так, эффективного развития, в том числе и инновационной деятельности, невозможно. Нам надо, безусловно, уходить, ну, как мы все называем, от нефтяной иглы и так далее. Да? Это можно сделать только путем развития малого и среднего предпринимательства. Очень активно эта работа ведется. У нас есть Министерство малого и среднего предпринимательства. Они, значит, в своей сфере работают, очень успешно, я бы сказал. Соответственно, и мы тоже как бы ставим акценты на технологическое предпринимательство. В разной степени они наукоемкие, вот те производства, которые на сегодня у нас уже выходят, то есть у нас существует много как бы компаний, боюсь кого-то обидеть, не назвав, да, но вот у нас значит, есть Arctic Chemistry компания, да, Сорсинтез бывший по производству бытовой химии. Нужное дело. У нас есть компания BG, которая выпускает краски, у нас есть компания Новая Пила, которая выпускает мобильные, всех не перечислить. Да. То есть это направление однозначно поставлено, цель перед нами такая поставлена. Мы этим с успехом, думаю, занимаемся. 22 проекта только в сфере благоустройства села, которые вот как раз в послании главы были отражены. Ну вот вы своим таким развернутым ответом фактически предвосхитили как бы мой следующий вопрос, но может быть вы дополните еще чуть-чуть. Чем инновационная политика может помочь многострадальной экономике?
Ну, как Вот, раз, ну, вы вот сказали как раз уже развитием сейчас, да, малого да. среднего предпринимательства наш акцент именно в технологической сфере. То есть это трансфер Да. нужных нам технологий по тем направлениям, которые на сегодня, допустим, у нас даже могут и не быть. Мы должны найти эти технологии и поставить их на выручку нашей многострадальной экономики. Да? Кроме этого, у нас довольно богатый опыт тех же наших научно-исследовательских институтов, всех уровней. Да? Мы должны однозначно отрабатывать коммерциализацию этих исследований. На самом деле это же не просто должны быть отчеты, это должны быть проекты, которые для нужд нашей экономики будут реализованы. Понятно, понятно. Давайте поговорим о технопарках, таком нововведении, что ли, да, в общем, ну, не так давно они появились. Какие достижения они сейчас там могут демонстрировать нам? Ну, на сегодня у нас технопарк, мы знаем, работает с 2012 года, да. По теперешней ситуации это 91 компания-резидент, которая у нас сформирована. У нас технопарк, как вы знаете, существует и в Якутске, и в Нерюнгри. Довольно активная работа по Нерюнгринскому технопарку у нас идет, что очень, как бы, для нас это определенный опыт тиражирования, скажем так, вот именно инновационной деятельности уже в регионе непосредственно. Да? Это то движение, когда мы делаемся более открыты и подходим больше, допустим, до инженеринга, мы знаем, что это промышленный регион, и, безусловно, там есть какие проекты посмотреть. Очень хорошо те же резиденты из Якутского технопарка развиваются на базе Нерюнгринского технопарка. В целом за 3 года, да, это не просто институт развития, да, он не просто дает льготы 10, 20, 30 от арендной ставки, да, это же еще и предоставление различного рода консалтинговых услуг. То есть они упаковывают, помогают проекты, бизнес-планы, сопровождение. То есть на самом деле от стартапа, от новичка, который приходит до бизнеса, довести действующего только 3 года. И это они за 3 года должны сделать. Это все отмечают, что делает наш технопарк это с успехом. На российском уровне его опыт признан. Да. На самом деле, еще раз говорю, 91 компания, их могло быть и больше, но пока мы ограничены в определенных возможностях территориально. Да. Выручка у нас от деятельности резидентов более 600 миллионов. Это очень хорошая, я считаю, выручка. Да? Объем платежей налоговых, ну, разных уровней, порядка 150 миллионов. Кроме этого, мы должны не забывать, что это у нас все-таки еще и социальные несколько направлений. Мы создали почти 400 рабочих мест. Вот только за это время. Здорово, здорово. Это, я думаю, раз уж мы заговорили о цифрах, мне, когда я готовился к программе, к нашей беседе, попалась на глаза такая цифра, может, вы сможете ее прокомментировать. 20 лет назад, в 1993 году, доля инновационных предприятий, в общем числе малых предприятий в России, составляла 4,5%. Если говорить об инновационных предприятиях, ну, хорошо, понятно, не в России, не в Российской Федерации, а в республике, доля таких именно в малых предприятиях, да, в общем числе малых предприятий, она какова сейчас, ну, по-вашему? Тут давайте так, это же не только резиденты, это уже имеющееся производство, да, то есть статистика определенная есть, но я думаю, что она, я точную цифру, к сожалению, не знаю, да, вот за этот год, но это более 10% однозначно, где-то, наверное, 15%. Здорово. Да. Тут дело в том, что статистика считает по АКВЭДу, коду экономической деятельности, поэтому тут ошибочка, безусловно, имеет место быть, но важна тенденция, согласитесь. Вот тенденция как раз, да, после тех мероприятий, вот этих 3-летних, которые проводит Госкомитет, по линии технопарка, по линии Академии наук, по линии той же венчурной компании, оно однозначно привело к тому, что на сегодня общая тенденция такая появилась. Люди начали к этому слову, скажем так, привыкать. Они стали идти по этому направлению. Да? Этому способствует в том числе и огромное количество выставок, которые технопарк провел. То есть мы на самом деле очень активно приближаемся непосредственно на места, в улусы, на слега, чтобы решать их проблемы вот такими вот инновационными развитиями способами, с помощью науки даже той же, да, или трансферта технологий и так далее. Еще одна цитата, Юрий Александрович. Цитата из послания главы, октябрь 2015 года. Госкомнауки, а также институты внедрения инноваций просил бы озаботиться ресурсосберегающими технологиями внутреннего благоустройства индивидуального жилья. Ну и дальше, как экономно использовать воду, как сберечь тепло, как получать электроэнергию из альтернативных источников. Вопрос, озаботились? Озаботились, безусловно. Вообще мы по этому направлению дальше двигались, но глава в своем послании именно задает программные направления, на которые надо больше сейчас обратить внимание. Соответственно, это посыл нам, как органу исполнительной власти, в этом направлении более активно начать работу. То есть таким образом, чтобы она была системной. В соответствии с этим, так как у нас объявлен год благоустройства,
мы, скажем так, актуализировали те проекты, которые у нас в этом направлении есть. Мы их объединили в единый реестр. Сейчас мы их довели непосредственно до органов местного самоуправления, чтобы они могли посмотреть, что им подходит, с чем к нам Да, обратиться, конечно. да, то есть вот наш как бы опыт. Будет реализовано, мы сейчас уже начали несколько совместных пилотных проектов по этой линии. Вот мы сейчас договорились с Минсельхозом, начнем работать, да, то есть совместное софинансирование по линии нашего госкомитета, по линии Минсельхоза. Значит, у нас есть один пилотный проект, чтобы не сглазить, попозже скажу, да? Значит, по Сунтарскому улусу. В рамках вот это же послание на Совете глав, который в конце марта пройдет, мы выступим с докладом, где более плотно, прямо напрямую главам донесем ту информацию, которую мы готовы им предложить. Это раз. Второе, у них же у самих есть там на местах серьезные, нормальные идеи. Мы с помощью наших институтов развития должны помочь их осуществить там. Ну, это вот, собственно, к тому же самому вопросу, чем инновационная политика помогает реальной экономике, на самом деле, да. А вот смотрите, такой момент. Есть санкции в отношении Российской Федерации, действуют. Они, наверное, могу ошибаться, но, наверное, ведут к замкнутости в инновационной политики как таковой. А это а развитие инновационной политики возможно, на мой взгляд, опять же, только при открытых рынках. Вы контактируете с кем-либо из Тут, наверное, сама отрасль подразумевает под собой невозможность ее закрытия. То есть это не наложение санкций, да, этот товар здесь не продавать, этого сделать нельзя. Мы живем в современном мире, и, безусловно, мы общаемся как бы уже на другом уровне, в рамках вот именно наших действий, да, нашей деятельности. Соответственно, если мы говорим о международном сотрудничестве, мы очень усиленно, довольно серьезно здесь работаем, стоят перед нами определенные задачи, но есть уже и реализованные. То есть это сотрудничество с Китайской Народной Республикой, с Корейской Республикой, с Южной Кореей. Эти связи уже прочно. Ну, мы востокоориентированные. Ведь, да, они уже прочно налажены, эти связи. Допустим, тот же наш технопарк, он входит в ассоциацию азиатских технопарков. То есть здесь мы действительно не почувствовали. Научный мир то же самое. Это люди науки, люди просвещения, они общаются. При любых санкциях и так далее. Да, ну конечно. Конечно. И я надеюсь, что так, собственно, и будет продолжаться, и так должно быть, на самом деле. Короткий ответ прошу от вас. Будет ли Госкомнауки принимать участие в разработке проекта стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 30 года? Конечно, как любой орган исполнительной власти, по своей сфере деятельности, по своей отрасли, мы формируем свою часть, свой раздел, так сказать. Это очень хорошо, потому что, мне кажется, без вас не обойтись в этом документе. Мне так представляется. Все министерства важны, потому что мы курируем именно востребованные же все отрасли, поэтому... И последний, собственно, момент, остается меньше минуты уже. Подготовка кадров для светлого инновационного будущего. Она, очень мало времени остается. Вы занимаетесь этим? Да. Однозначно, это на самом деле очень на сегодняшний день тема такая востребованная. Мы недавно с вами общались по высшей школе инновационного менеджмента. Это у нас как бы вот такое направление деятельности. Рабочая группа, я думаю, что в ближайшее время уже выйдет на концепцию и начнется работать здесь в этом направлении. Юрий Александрович, спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Напоминаю, что в гостях у нас был председатель Государственного комитета по инновационной политике и науке Юрий Шипицын. Всего вам доброго. До свидания.